человека, который в мировой литературе имеет влияние и создал новое направление. Соединил Восток и Запад. И Запад принял это направление как духовное исцеление своего общества. Думаю, мы сегодня сможем в нашей беседе обсуждать те проблемы, которые насущны, те проблемы, которые и в наше общество таджикское, и в российское общество востребуемы. И сможем взять необходимую информацию для того, чтобы улучшить наше духовное состояние, изменить взгляд людей, которые могут в дальнейшем что-то сделать для своего общества и человечества в целом. Здравствуйте, дорогие мои земляки. Вот, я рад с вами встретиться. И вспоминаю одну маленькую историю, как в Чайхане московской сидел старец, таджик, и моя матушка, профессор Успенская, знаток великий таджикского языка, этнографии, она говорит: а можно подсесть к вам за стол? Он говорит, что ой, ты таджичка по-таджикски, а вот я сижу уже 2 часа, заказал обед, заказал чай, но я не могу один пить и есть, не могу. И вот этот чай остывает, авкот остывает, еда остывает, душа моя остывает без общения, в одиночестве. И садись, вот ты пришла, таджичка, и закипела беседа. Одиночество, есть, у меня такое изречение у моих героев, что все люди на земле погибают от одной болезни, имя ей одиночество, от одиночества погибает. Если человеку есть кому исповедаться, сказать о своей душе, о своих проблемах, о Хешу-Таборе, о положении таджикского народа, то смерть отойдет от этого человека. Аллах, Господь еще оставит его на земле. И смерть приходит в те дома, где нет народа, нет гостей новых. Когда ворота твоего дома закрыты для новых людей, то тогда для новых гостей то приходит старинная гостья древняя, которая все равно когда-нибудь постучится и в нашу дарвоза, и в нашу жизнь. Вот. Это госпожа смерть. Вот. И поэтому сейчас вот эта болезнь одиночества, она посещает очень многих людей, особенно в больших городах, в маленьких кишлаках, деревнях люди связаны родственными узами, соседями, соседскими. Но в больших городах эта болезнь одиночества очень, это страшная болезнь. Актуальная проблема, да? А? Актуальная. Да, она очень актуальная, эта проблема. Поэтому вот беседы за чашкой чая, они избавляют нас от этой, вот вы доктор, вы должны знать лекарство, великое лекарство от этой болезни – это общение, это любовь друг к другу, это интерес. Мы часто погружены в свою проблематику. Вот зовешь людей на вечер, да? Они говорят: знаешь, у меня там год со дня смерти дяди, а завтра обрезание у мальчика, а послезавтра 9 дней, потом 40 дней, а потом надо помочь родственнику, который заболел. То есть человек все время в хешу-таборстве, вот он
включен в эту это замечательная система, да? Мы немножко забыли об учителях, о великой литературе, о великой философии, о великой музыке. И мой любимый герой на протяжении всей моей жизни – это великий суфий, мудрец Хаджа Насреддин. Он герой 43 стран, от Испании до Китая, Насреддин. И вот мой Насреддин, Хаджа Насреддин, Варзобский я его называю, Варзобский муравей, Мурджаев Варзоб, да, он бродит по Таджикистану. И я как-то в молодости лазил по горам весной и увидел под цветущей алчой спящего старца. Он храпел, был одинок. Я не хотел его сон тревожить. И тихо, как балерина на пуантах, стал отходить. И вдруг он открыл один глаз и сказал: кто ты? Я говорю: я просто вот брожу по горам, поэт, начинающий поэт, все. Он говорит: а я вот Хаджа Насреддин, мне 1000 лет, я был в шатрах Чингисхана, я сидел с эмиром Тимуром, я был другом саманидов, я сидел за столом за таким же чаем с царем Соломоном. Но сейчас никому не нужна моя мудрость, поэзия. Все люди заняты борьбой за жизнь, за кусок хлеба, за лепешку. И чайхана мудрости, чайхана любви, чайхана поэзии, она пуста. Я сидел там один, лепешка засохла, чай остыл, общаться не с кем. Раньше в мою чайхану приходили царь Соломон, царь Давид, древние цари Персии, Дарий, Кир, цари были здесь, Чингисхан сидел, Иван Грозный сидел, Иосиф Сталин сидел в моей чайхане, потому что Иосиф Сталин любил и знал литературу, не шоу-бизнес, а он знал великих писателей, он лично звонил Пастернаку, Ахматовой, Булгакову, то есть самым великим писателям Сталин лично звонил, понимаете? У него находилось время. Я всегда говорю, что у нынешних властителей, чиновников, у них нет времени познакомиться с твоей книгой, с твоими идеями. Они заняты, но генералиссимус Сталин тоже был занятый человек, понимаете? У него тоже было мало То, что вы сказали, да, то, что, например, вот эта связь, да, между царями и между поэтами, между людьми, да, да, которые находятся как бы, в тех слоях, где они изнурительно работают, да, они производят, они вот эту систему общественную на себя несут. У вас есть произведение, называется «Царь и поэт», да, и мудрец. Вот. То, что, например, я видел в фильме «Шахнаме», есть когда Кайкаус идет к поэту и говорит: эй, поэт, я вот, видишь, создаю историю, да? Да. А поэт просто своим мудрым взглядом дает ему понять, что эти истории мы записываем. То есть то же самое в вашем произведении, именно, может быть, эта связь нарушена, именно, может быть, причина кроется в том, что, например, цари, руководители настолько заняты, да, разными проблемами, и настолько они окружены теми людьми, которые они всегда им преподносят разные проблемы, которые в данный момент, может быть, они не актуальны. А может быть, и наша ошибка в этом есть, что мы не приближаемся своей как бы,
знаний. Может быть, мы не предлагаем то, что, например, актуально в данный момент, то, что вы затронули, духовная жизнь общества. Потому что без духовности есть гибель, без духовности нет развития. Без духовности природа станет против человека. Вот я, простите, вас перебью, да? У меня есть такая притча, она называется «Великий шелковый путь». Почему Аллах засыпал великий шелковый путь песком и колючкой? И там, где шли великие караваны, тысячи верблюдов, тысячи купцов шли, да? Голоса многих народов. Теперь там колючка и песок. Почему, спросили у Хаджи Насреддина, у мудреца, почему Аллах засыпал великий шелковый путь с песком? Он сказал, потому что по этому великому шелковому пути шли только эти купцы, бизнесмены, торгаши. Там не было ни одного мудреца, поэта, певца, танцоров. Если бы они шли по этому пути, Аллах бы заслушался их и пожалел бы этих торгашей, потому что он устал от крика деньги, бизнес, банки, золото. Да? То есть торговля – это прекрасная вещь, караванная торговля, но без человечества, без искусства оно никогда погибнет. Это будет танец живота, понимаете? Танец живота. То, что, например, сейчас современная наука говорит, что есть человек состоит из 5 этажей, это нижняя часть, это живот, это экономика, да? Торговля, средняя часть, это сердце, эмоции. Правильно. 3-й этаж это интеллект, разум. 4-й это душа, психика человека, равон. 5-й этаж это дух. Уже Бог, да, любовь к Богу. Да, и думаю, то, что мы наблюдаем за ход истории разных государств, например, у таджиков это 3-й этап возникновения государства. 2 предыдущие смогли достичь того уровня, который в мировую литературу или в мировую духовную жизнь они внесли огромный вклад, начиная с Абу Бакр ар-Рази, Абу Абдулла Рудаки, Абу Али ибн Сино, Хафиз, Сади Ширази, Абдурахман Джами и многие великие люди, как Джалалдин Руми. И вот 3-й этап возникновения государства таджиков. Оно проходит через определенные стадии, например, экономика, там культура или искусство, потом наука, да, потом духовная жизнь. Как вы думаете, то, что, например, столкнулась европейская цивилизация с тем, что мы начали одиночество, от того, что люди начали индивидуальную жизнь вести, то есть для себя только. Это привело к тому, что люди перестали общаться друг с другом и натолкнулись на одиночество. И думаю, ваши произведения, они востребуемы из-за этого, из-за того, что, например, они как бы бальзам для души для них. Оно как бы заполняет ту пространство, которое в них как бы находится в состоянии пустоты. Как вы думаете, что нам, таджикам, сделать, чтобы дойти в 3-й развитие нашего народа, дойти до духовной стадии? Конфуций говорил, что самое великое творение людей – это государство. Вот создание государственного корабля – это самое великое, что могут сделать люди. Потому что в одиночестве жить и государство – это та машина, которая регулирует жизнь. Она не дает богатым очень сильно богатеть, да, за счет бедных. Государство заботится о бедных, о камбагалах, чтобы, как говорил китайский император, задача императора в справедливом распределении богатств. Понимаете?
Если расстояние между, скажем, домом властителя, да, и кибиткой пастуха, если оно огромно, да, между дворцом и кибиткой, да, то по этой дороге ходит шайтан, по этой дороге, понимаете? Она не должна быть очень, очень длинной, понимаете? Не надо давать шайтану такую долгую дорогу, понимаете? Вот. Поэтому, если говорить сейчас о Таджикистане, что молодое государство строится, да, в течение 20 лет, это очень сложная миссия строительства государства, очень сложная, корабль государственный, тем более, когда вокруг гигантские стоят государства, Китай, Иран, Америка, Турция, Россия, да, это гигантские такие акулы государства, как я говорю, и молодая форель таджикского государства, она должна выжить вот среди этих гигантских акул, но сила форели в том, что она живет в чистой воде, понимаете? А акула живет в соленой воде, понимаете? Поэтому надо меньше соленой воды. Вот в этом смысле для меня река Сиома, моя любимая, где я стараюсь побывать всегда, где самая чистая вода в любое время. Для меня вот река Сиома – это душа таджика. Она всегда чиста, прозрачна и прекрасна, и целебна. Вы как врач должны знать, в чем сила воды, потому что человек сам состоит на 90% из воды. Вот. И поэтому... Да, я заметил то, что вы сказали. Я однажды с Мумин Канатом сидел и спросил, что то, что вы правильно сказали, что Таджикистан находится в географическом неудобном положении как-то. Но если очень сложно быть политиком и властителем в нынешней ситуации. Очень это, знаете, как вот ходить по канату над пропастью, да, вот это все. И поэтому пути, знаете, по-моему, один из иранских президентов сказал, что сейчас на Западе путь наверх к высшей власти, на Западе, закрывается дорога истинным людям, которые рождены властвовать. Вот вы, если понаблюдаете за детьми, да, вот дети играют, уже видно парня, который рожден властвовать. Он указывает лидерский, лидерский характер. То есть ему сам Бог, Аллах дал, в нем есть харизма, он должен быть пастухом. И сейчас на Западе сделано так, что пастухов не пускают к стаду, пастухов. И стада пасут волки. Пастухами становятся волки, понимаете? Или куклы. То есть люди, лишенные харизмы, понимаете? И у меня есть такое изречение, что лучше пусть будет жестокий пастух, чем либеральный волк. Понимаете? Гурги либерал, да? Да. Гурги либерали. Поэтому я, например, сторонник сильного властителя. Может быть, во мне восточные корни и русские корни, потому что и русский человек, и таджикский человек по своей природе монархисты. Они хотят, чтобы был сильный пастух, понимаете? Вот. Поэтому моя философия все-таки это сильного властителя, понимаете? Пусть даже, понимаете, пусть даже с примесью тирана, да,
Вот. Но чтобы он знал, как управлять человеческим стадом. Понимаете? Вот я, например, абсолютно лишен этой харизмы. Меня даже мои собственные дети не слушаются. А то, что Рустам понимаете? Сказал, что я не могу царствовать, потому что я не рожден. Да. Каждый человек, у него, если так взять, что-то заложено в него. Да. И то, что вы сказали, я тоже услышал у Мумина Каната, великого поэта, он сказал, что чистота для нашего народа необходима. А то, что вы тоже заметили, что в этом плане необходима чистота человеческой души, чистота эмоций, там, мыслей. И, конечно, сильные власти. В данный момент для того, чтобы выжить, необходимо укреплять те структуры, которые они будут удерживать ту систему, которая нам необходима. Да. Насчет чистоты, вот я думал, что таджики очень чадолюбивы. Известно, что много детей, это богатство и красота, и любовь. И в каждом таджикском доме, хавли, много детей. Да? И таджик, он все время общается с детьми, он погружен в детскую среду, как бы он находится в детсаду. Да? И поэтому он сам становится как дитя. Вот то, что вы сказали, чистые люди, чистые. Да? Вот, поэтому в каждом таджике протекает сиюма, потому что он все время общается. Если ты общаешься с детьми, ты не можешь быть хитрым, подлым, противным, потому что ребенок сразу это видит. Например, Джалалудин Руми создал школу, которая сейчас стала как бы основой дружбы между двумя народами, турками и таджиками. То, что, например, вы создали, я думаю, вот произведения ваши вот, будут еще укреплять дружбы между таджиками, народом между таджиками и русскими. Ну, давайте... Я хотел бы еще, знаете, доктор, вот показать книги. Здесь я, вот к моему приезду, мне Родина сделала такие замечательные подарки. Вот на таджикском языке Афемори Марджони вышел мой роман, который получил в России 2 премии, значит, Коралл ВФ. В переводе выдающегося, я считаю, знатока русского и таджикского языков, замечательный писатель, драматург Нуртабаров. И самое главное, я написал «Один день из детства Пайгамбара». Вот самое главное мое произведение в моей жизни. Я 20 лет над ним просидел. Вот когда был в пустыне Сахара, в Марокко, в Тунисе, я все время видел эту картину 8-летнего мальчика, пророка, и уходящий караван, его одиночество, потому что отец умер, мать, когда он был еще маленький, вот, он был как бы сирота, вот, и вот, но на нем уже лежала великая миссия пророчества, на мальчике. И вот эту вещь я написал, у меня ушло на нее 20 лет жизни. Ну, она получила главную мусульманскую премию в России. «Один день из детства пророка». Вот, конечно, мне хотелось бы, чтобы эта книга пришла к таджикскому читателю, к таджикскому народу, народу книги. Вот Наталья. И 2 прекрасные изданные книги «Изумруды, рубины, алмазы мудрости в необъятном песке бытия», афоризмы и притчи. Это за всю мою жизнь вот я извлек из своего 7-томного собрания сочинений, я извлек притчи, маленькие изречения, афоризмы о любви, мудрости, власти, смерти, загробных странствиях души и об Аллахе, о Боге. Думаю, читая ваши книги, и лечатся, потому что последние достижения медицины уже говорят о том, что дух тоже исцеляет тело. Исходя из этого, в ваших произведениях, например, есть много афоризмов, есть много пандунасихат, есть много мыслей хороших, которые могут изменить сознание человека.
что вас вдохновляло? Вернемся к Ну, это очень сложно. Я думаю, что природа и история Таджикистана, райская природа, я всегда говорю, что когда Аллах творил Джанату Бехишт, рай, он глядел на Таджикистан, вот на природу, и на чистоту людей, чистоту народа. Вот. И, видимо, я так думаю со стороны, что, видимо, вот это, мне хотелось, видимо, выразить в слове красоту вот природы, красоту людей, то, чем я был очарован. Мне хотелось, знаете, когда человек, например, когда вы едете на берег океана, да, впервые, вы приехали, впервые увидели океан. Как, у меня есть такое изречение: почему рожденный на берегу Арыка мечтает умереть на берегу океана? Вот я родился, до 18 лет жил в Таджикистане, все, и, как говорят, в Таджикии. Но я видел великие реки, но я не мечтал океан увидеть. И вот когда я впервые приехал в Марокко, увидел этот океан. Да. Вот поэтому вот жажда. И я впервые увидел океан, и что мне хотелось?